В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Вопрос о вотуме недоверия главе правительства вновь отложен. Репортаж заседания сессии парламента. Сюжет существования. Круглым столом под таким названием завершился фестиваль «Стоянка человека». Презентация книги «Творческая встреча». В Национальной библиотеке состоялся творческий вечер Александра Орлова-Кречмера. Состоялось очередное заседание Народного собрания. Из 16 вопросов повестки 5 были сняты с рассмотрения для доработки в комитетах. Репортаж Амры Амичба. Постановление об объявлении вотума недоверия премьер-министру Республики Абхазия значилось в повестке первым пунктом. Но обсуждение и голосование по нему, согласно регламенту, не представлялось возможным из-за отсутствия на заседании сессии парламента премьер-министра Артура Миквабия. Поэтому депутат Алмаз Джапуа, инициировавший этот вопрос, лишь зачитал свой доклад, озвучив причины объявления вотума недоверия главе правительства. Депутат передал копии документов генеральному прокурору Алексею Ломе. Далее депутаты приступили к рассмотрению других вопросов повестки дня. В окончательном чтении парламентарии внесли изменения в некоторые законодательные акты Республики Абхазия, согласно которым до 1 января 2019 года функции выдачи общегражданских паспортов и видов на жительство остается за Министерством внутренних дел. Путем тайного голосования депутаты парламента избрали Игоря Заранди на должность судьи арбитражного суда, а Гиви Габуня избран членом Центральной избирательной комиссии. Депутаты рассмотрели поправку в закон о всенародном голосовании, референдуме. Закон в первоначальной редакции не предусматривал наличие наблюдателей на референдуме. Поправка к закону предлагает ввести институт общественных наблюдателей в целях повышения прозрачности и недопущения возможных фальсификаций итогов голосования и укрепления доверия граждан к результатам референдума. В соответствии с предлагаемым проектом, политические партии и общественные организации, зарегистрированные в Министерстве юстиции, имеют право направить на избирательные участки в день голосования до 3 избирателей, которые имеют право также поочередно присутствовать и пользоваться полномочиями общественных наблюдателей. Общественные наблюдатели регистрируются в Центральной комиссии референдума. Регистрация заканчивается за 3 дня, не позднее 3 дней до дня голосования. Ввиду приближающегося дня референдума парламентарии решили принять поправку в окончательном чтении, чтобы закон был опубликован и успел вступить в силу. Институт общественных наблюдателей был введен в законодательство в 2009 году. До этого на выборах 2004 года институт общественных наблюдателей был, но не было изменений закона. И с тем, чтобы восполнить этот правовой пробел, председатель ЦИК обратился в парламент. Мы поддерживаем данный законопроект, потому что он позволит использовать институт наблюдателей с тем, чтобы повысить доверие общества, повысить доверие общественных политических сил к результатам голосования при проведении референдума. Депутаты также приняли постановление об административно-территориальном делении и названии населенных пунктов Республики Абхазия. Ряду сел в районах страны возвращаются исторические названия, что в преддверии выдачи новых общегражданских паспортов и вида на жительство республики весьма своевременно. Амра Амичба, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. В ходе реализации оперативной информации сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления ГАЛ 14 июня в населенном пункте Отобая Галского района обнаружили около 1000 килограмм сельхозпродукции, овощи, фрукты, ввезенные на таможенную территорию Абхазии вне установленных пунктов пропуска и таможенного контроля. Сельскохозяйственная продукция была складирована в подвальном помещении нежилого дома, расположенного в непосредственной близости от государственной границы. По данному факту отделом дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии возбуждено дело об административных правонарушениях. На прошедшем в Женеве 36-м раунде международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье абхазская сторона выразила свое резко негативное отношение к принятой 7 июня на Генеральной ассамблее ООН очередной ангажированной резолюции по беженцам. Делегации Абхазии, Южной Осетии и Российской Федерации выразили консолидированную позицию о том, что практика принятия односторонней и необъективной резолюции, предложенной по инициативе Грузии, существенно осложняет работу женевских дискуссий.
В связи с принятием данной резолюции перед началом обсуждения проблемы беженцев во второй рабочей группе абхазские, российские и юго-осетинские участники в знак протеста покинули зал заседаний. В ходе встречи абхазская делегация распространила комментарий МИД республики в связи с ежегодным докладом Госдепартамента США о правах человека. Как отметили представители Абхазии, этот доклад носит необъективный характер, изобилует неприемлемыми и оторванными от реальности формулировками и основывается в основном на информации, полученной от представителей нелегитимного так называемого правительства Автономной Республики Абхазия в изгнании. Особое внимание в ходе встречи было обращено на трагический инцидент, произошедший в мае на грузино-абхазской границе, в результате которого погиб человек. Абхазская сторона, комментируя произошедшее, заявила о том, что по данному случаю военной прокуратурой ведется официальное расследование. Представители Абхазии призвали грузинскую сторону не политизировать этот инцидент, не создавая дополнительную напряженность, и дать возможность компетентным органам Абхазии провести объективное расследование. В Орловской области создана рабочая группа по развитию сотрудничества с Республикой Абхазия, сообщает портал Орловской области. План мероприятий по реализации протокола рабочих переговоров делегации Орловской области и делегации Республики Абхазия о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на 2016-2018 годы был подписан еще 23 декабря прошлого года. С целью реализации этого плана и развития дальнейшего взаимодействия и создана указом губернатора Орловской области Вадима Потомского рабочая группа. Возглавил ее заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности, руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Филатов. Круглый стол «Сюжет существования», посвященный творчеству Фазиля Искандера в контексте одноименного рассказа, прошел в Сухуми. Этим мероприятием завершился второй международный фестиваль «Стоянка человека». Репортаж Ренаты Шакая. Задача круглого стола – определить, как влияет на мировоззрение современного человека творчество Фазиля Искандера. Именно такая задача стояла перед участниками круглого стола. Люди, которых объединяет любовь к творчеству Фазиля Искандера, в форме диалога попытались определить свой сюжет существования в обществе. На круглом столе обсуждали его произведения не с точки зрения литературы, а с точки зрения социальной философии. Мы собрали людей разных профессий, разных взглядов, разного возраста, для того, чтобы они поговорили о том, как те истины, простые истины, которые заложены в произведениях классика, как они необходимы каждый день любому человеку. И главный принцип его всех произведений — очеловечивания человека, он является очень важным у каждого поколения, в каждой стране, потому что ведь Искандер переведен на многие европейские языки. Это говорит о том, что язык Искандера, он интернациональный, он язык общечеловеческий. И актуальность, она присутствует практически везде. Как отметила куратор фестиваля Шазина Агарба, творчество Фазиля Искандера на читателей воздействует по-разному, ведь у каждого свой Фазиль. В рамках круглого стола обсуждали влияние творчества на умы людей в контексте его произведения «Сюжет существования», в котором автор утверждает, что экономический закон работает на человека только если у него есть сюжет существования, то есть идея. Сегодня очень интересное событие. Мы попытаемся в неформальном варианте поговорить друг с другом искренне. Мы даже заранее не знаем, к чему мы придем. Единственное, что мы берем, круглый стол будет по теме рассказа Фазиля Искандер «Сюжет существования», в котором говорится о том, что важнее всех экономических законов это сюжет существования человека. Вернее, они даже работать могут только если у человека есть сюжет существования. Мы видим то, что творчество Фазиля Абдуловича Искандера знают во всем мире. Нужно пропагандировать, об этом надо говорить, об этом надо писать. Каждый участник круглого стола старался определить, что для него является сюжетом существования и как творчество Фазиля Искандера может формировать этот сюжет. В свою очередь, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсали отметила, что в рамках Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера, возможно, к концу года абхазской публике будет представлен полнометражный художественный фильм по произведению Фазиля Искандера «Софичка». Рената Шакая, Тимур Гушба, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.
Творческая встреча с доктором социологических наук, профессором, писателем, автором книги «Образы Абхазии. 19. Первая треть 20 века» Александром Орловым-Кречмером прошла в Национальной библиотеке. Встреча собрала ученых, учащуюся молодежь, писателей, журналистов, всех тех, кому не безразлично творчество Александра Орлова-Кречмера. Репортаж на Алыковой. Доктор социологических наук, профессор, культуролог, писатель, коллекционер, автор книги «Образы Абхазии. 19. Первая треть 20 века» Александр Орлов-Кречмер, сухумчанин и меценат Абхазии в тяжелые военные годы. Представление трехтомника Орлова-Кречмера, в который образно уложились почти 2 века важнейшей истории Абхазии, прошло в стенах Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир. Книга впервые была презентована в Москве с участием посла Абхазии в России, московской абхазской диаспоры, общественности. Уже на родине писателя в Абхазии первая презентация прошла в Государственном университете, и сегодня для представителей Союза писателей, различных газет, представителей движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», художников, общественности. Мероприятие, которое сегодня будет проходить в Национальной библиотеке, связано с изданием трехтомника «Образы Абхазии», автор Александр Сергеевич Орлов-Кречмер. Чем он интересен? Он родился в Сухуме в 1947 году, закончил Сухумскую среднюю школу. Его ровесники, его время были это Сергей Васильевич Багапш, Бено, Агума, сын Кезема Агума, понимаете? Рауль, Адлиб, то поколение, которое, в общем-то, молодое. Говоря о писателе, директор Государственной национальной библиотеки Борис Чолария подчеркивает роль Александра Орлова-Кречмера как мецената в послевоенные годы. Мной была возглавлена такая благотворительная организация, фонд 14 декабря 1992 года. Она была связана с увековечением трагедии Ладской, трагедии в Гутаутах. И я выезжал в Москву к диаспоре, на нашу, и тогда Александр Сергеевич безоговорочно, когда я к нему обратился, он безоговорочно внес свою значительную лепту. И он у меня в списке меценатов, которые сегодня я храню в архиве. Помимо этого, конечно, помогал фронту. Александр Орлов-Кречмер опубликовал более 20 монографий и книг. Автор первых российских учебников для вузов по коммуникационному менеджменту и социологии труда. Неоднократно отмечен за литературное творчество различными наградами. В 2015 году за трилогию «Образы Абхазии» удостоен первой премии, большой медали и звания лауреата Всероссийской литературной премии имени святого князя Александра Невского. Орлов-Кречмер получил международную известность своими собраниями раритетов. Частное собрание коллекционера выставлялось в Государственном музее имени Александра Пушкина. Кроме того, в его коллекции есть крупнейшее собрание антикварных почтовых открыток, графики и фотографий, посвященных исторической Абхазии. Им также собрана большая коллекция антикварных книг по теме абхазоведения. Частично эти уникальные репродукции представлены в трилогии «Образы Абхазии». Я поставил перед собой такую скромную задачу – сделать так, чтобы каждое издание это был подарок. Была добротная книга, которую хотелось поставить на полку, которую хранят и передают детям, даст Бог, доживут и внукам. Подарочный вид не по обложке, а по качеству издания. Можно убить человека, но душу убить нельзя. Память невозможно. А те сокровища, которые разбросаны, которые мы просто сегодня не ценим, это наше духовное богатство. Это потенциал завтрашнего дня. Это то, на чем Абхазия поднимется. В этом я глубоко убежден. Надо собирать. Не надо призывать. Призывать можно до бесконечности, до старости. Надо самому что-то сделать. Я сделал. Единственный сын Александра Орлова-Кречмера погиб в Отечественной войне народа Абхазии. Трилогию «Образы Абхазии. 19. Первая треть 20 века» Александр Орлов-Кречмер подарил Абхазской национальной библиотеке, где любой желающий может ознакомиться с трудами замечательного писателя. На Алыкове Роберт Ломя, Абхазское телевидение.
Одним из наиболее посещаемых объектов в курортный сезон является Рицинский реликтовый национальный парк. За последние 2 года здесь проделано немало по благоустройству санитарного состояния парка. В эти дни здесь близится к завершению работы по ремонту дороги, ведущей к озеру Рица. Работы планировалось завершить к началу июня, однако из-за дождей в первой половине мая их пришлось отложить. Была обустроена набережная на Голубом. Установлены информационные табло, лавочки, проведено освещение. Также облагорожена смотровая площадка на озере Рица. В данный момент это уже удобная зона отдыха. Но особое внимание уделяется безопасности. В связи с этим было проведено берегоукрепительные работы на многих участках, установлены сотни дорожных знаков, зеркала. В прошлом году на 6 миллионов было проведено обновление дорожного покрытия. В этом году на 7 миллионов проводим укладку асфальта. В туннелях проводят укладку сплошную. И в остальных ямочных местах тоже проходят сплошной полосой. Хочу отметить, что все эти работы проводятся за счет собственных средств национального парка. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается облачность с прояснениями, временами дождь с грозой, температура воздуха ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.